Друзья, приветствую вас и продолжаем обсуждать с вами новости. На этой неделе у меня только ужасные новости, не для слабонервных. Все страны бывшей Югославии, включая Словению, потрясла ужасная новость, которая пришла из Белграда, из Сербии, где 14-летний подросток взял оружие у своего отца, пришел в школу и во время урока расстрелял своих одноклассников. Был убит охранник и 8 учеников, и еще несколько человек были ранены. Причем ничего не предшествовало данной трагедии. Ученик был абсолютно нормальным, никто ничего не замечал, он учился на одни пятерки, был отличником, и по каким-то причинам он получил самый низкий балл по истории. Это, видимо, его огорчило до такой степени, что он пошел и взял оружие у себя в доме и пришел и поубивал своих одноклассников. В учителя истории он тоже выстрелил, но по последним данным учитель был тяжело ранен, но выжил. Пострадали абсолютно невинные люди, и буквально следом за трагедией, которая случилась в школе, произошла новая трагедия и снова в Сербии. Поздно вечером в четверг 21-летний молодой человек убил 8 человек и ранил еще 14 в 3 деревнях в 40 километрах к югу от столицы Сербии Белграда. Он стрелял из машины. По данным сербских СМИ, перед стрельбой нападавший подрался с группой во дворе школы. Затем он зашел в дом, достал винтовку и начал кровавую атаку. А потом он еще стрелял из движущегося автомобиля. Почему он пошел на это, как пишут СМИ, неизвестно. Наверняка, как мы думаем, это произошло из-за конфликта. Но, конечно же, убийству нет никаких оправданий. Среди погибших 20-летний полицейский и его младшая сестра. Сообщается, что самой молодой жертве было 15 лет. И после этой стрельбы молодой человек скрылся, и его укрывала какое-то время одна какая-то семья. В итоге молодой человек был пойман, а все члены семьи, которые его укрывали, были тоже арестованы. В Сербии продолжается траур после 2 смертоносных обстрелов. Похоронены 10 жертв терактов. Тем временем полиция задержала 5 несовершеннолетних из-за угроз и других неуместных сообщений в социальных сетях. Сербская полиция в Нови-Саде арестовала 3 старшеклассников 15 и 16 лет, которые разместили в социальных сетях сообщения с угрозами и фотографии оружия, которые они должны были взять с собой в школе. При обыске в квартире одного из них была обнаружена копия автоматической винтовки. Полиция также задержала девочку-подростка, которая издевалась над детьми и снимала это все в ТикТок. В Нише арестовали 17-летнего подростка, который в пятницу в Инстаграм пригрозил, что сегодня в городе будут убиты более 30 человек. На самом деле это какое-то сумасшествие, какая-то цепная реакция. И сейчас власти Сербии схватились, если можно так сказать, за головы, начинают обсуждать запрет на оружие. Как я знаю, в Сербии оружие находится практически в каждом доме. Так исторически сложилось, что у них в ходу, в свободном ходу находится огнестрельное оружие. В отличие от Сербии, в Словении ни у кого оружия нет. В Словении не продают оружие, оружия нет в свободном доступе, оружие могут иметь только люди, которые каким-то образом по своей профессии должны его иметь. И поэтому сейчас стали говорить о том, что нужно ввести в Сербии запрет на свободное хранение оружия. И также начались обсуждения о том, насколько плохо влияют социальные сети на детей. Особенно TikTok,
куда подростки очень любят выкладывать различные видео, чтобы каким-то образом привлечь к себе внимание. Выражаю сочувствие и соболезнования всем пострадавшим. И надеемся на то, что власти Сербии примут правильные решения, чтобы такие трагедии больше не могли повториться. Вторая новость произошла в семье наших друзей. В их семье есть подросток, ему 16 лет, он учится в профессиональном училище в Любляне. И днем он возвращался из училища и шел по центру Любляны. И на него напала группа подростков. Жестко его избили и даже угрожали ножом. Требовали, чтобы он отдал им деньги. Но денег у него не было, отдавать ему было нечего. На его счастье подоспели люди, оказались вблизи свидетели. И одним из свидетелей стал адвокат, славянский адвокат, который помог отвезти парня в участок, помог ему написать заявление в полицию. Причем наш знакомый, наш пострадавший, он вот этих вот ребят, которые на него напали, он их знал по именам, он когда-то с ними учился в школе, они все из не очень благополучных семей, и они не словенцы, это выходцы, не будем называть их национальность, но это выходцы из стран бывшей Югославии. Причем на этих ребят уже неоднократно были жалобы, а сейчас тем более они угрожали ножом, вымогали деньги. Потом оказалось, что еще месяц назад они напали также на нашего знакомого и украли у него наушники. Но в тот раз он об этом никому ничего не сообщил. Но сейчас об этом он вспомнил, и это пойдет вторым заявлением в полицию. Будем следить за этой ситуацией. Очень интересно, какие меры предпримет полиция и каким образом накажут этих подростков. Они еще несовершеннолетние, им всего лишь 16 лет, но угроза ножом и избиение – это достаточно тяжелое преступление. Будем следить за этой ситуацией, и в следующих выпусках, может быть, смогу уже вам рассказать, чем это дело закончится. Год назад в Любляне изнасиловали женщину, 2 мужчин. Вот прошел год, нападавшие насильники были пойманы и приговорены к лишению свободы на 6 лет. Они оказались иностранцами. В новости, как обычно, не уточняется, к какой национальности они принадлежат. Но помимо того, что им дали 6 лет, после того, как они выйдут на свободу, их депортируют из Словении и дадут запрет на въезд в Словению в течение 5 лет. Я считаю, что этот приговор достаточно справедливый. Хотя в новости не сказано, какой национальности принадлежат насильники, но судя по их именам и фамилиям, 30-летний Фатон Саллаука и 40-летний Бесим Сельмани – это люди с Востока, но непонятно откуда. Друзья, на этом наши новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и оставлять свое ценное мнение в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!